и тишину. А теперь представьте военные годы. Итак, представили? Открываем глаза. Что вы ощутили? Страх. Еще что? Тревожность. Сегодня, ребята, мы вспомним тех, кто за нас сражался. Пусть их подвиг вдохновляет нас учиться и думать. Мы начинаем урок. Садимся. Когда началась Великая Отечественная война, я добровольно вступил в армию и принял участие в самых жестоких сражениях. Я командовал батальоном и всегда стремился быть примером для своих бойцов. Видеофрагмент по-жанру ушел через нейросеть. И как вы думаете, какая сегодняшняя цель? Мировая война еще. Что такое Великая Отечественная война и их подвиг? Да. Также, ребята, мы с вами пройдем 9 частные обороты в предложении. Хорошо, ребята. Начинаем наш урок. Для начала давайте мы разделимся на группы. На парте лежат карточки. Подходим и берем. Садимся. Обратите внимание на ваши надежды. Что вы видите на ваших картах? И еще ваши наша команда. Как называется ваша команда? Что вы знаете о Панфиловце? Давай. Это люди из 316-й стрелковой дивизии, которые под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова остановили более 2 десятков боевых танков и нападки от немецкой гвардии. Молодец, это очень лично по этой войны. Хорошо. Какое значение она дает? Кто ответит? По этой войне. Что мы о них знаем? Рома? Ну, они своими, получается, стихами давали мотивацию для войны. Правильно. Кого вы помните из поэтов? Жамбу Жабаев. Еще. Жамбу Жабаев. Еще. Юрий Белаш. Правильно. Хорошо. Давайте. Вы выучили одно стихотворение про войну. Кто хочет рассказать? Давай. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и ужас. Все ему испытать довелось. Пусть будет мир на планете, пусть дети не знают войны, пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей будем дружить. Молодец. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда нагрянут грусть, желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж так надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра.
Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Снег, шершавая вода, кромки льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтаны первый злот. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Война, шла страна, но боль забывать не будем. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Молодец. Хорошо. Теперь продолжаем. Следующее. Давайте попробуем поработать, вспомнить, что такое деепричастный оборот. Итак, что... Глагола, которое обозначает добавочное действие при основном действии. Деепричастие, оно выражается глаголом. Хорошо. Вы правильно все подчеркнули. Мы с вами вспомнили, что такое деепричастие. Да, это особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие. Что такое деепричастный оборот? Это деепричастие с зависимыми словами, которые на письме выделяются запятыми с обеих сторон. И примеры использования, например, сражаясь до последнего патрона, а я не отступила ни на шаг. Здесь сражаясь до последнего патрона, деепричастный оборот. И деепричастный оборот. Какие суффиксы вы помните из деепричастного оборота? Влад? Деепричастный оборот – деепричастие с добавочным действием. Суффикс это ши, и, эл. Да, правильно, молодец, хорошо. Следующее. Где и когда задействуется перед и после деепричастного оборота. Молодцы. Раз уж мы с вами вспомнили про деепричастие, деепричастные обороты, думаю, у вас не будет проблем с нашими заданиями. Следующее задание. Кого мы помним из наших предков? Кого мы помним? Маншук Маметова, Алия Мугулова и Баужан Мумшова. Правильно. Сейчас я вам дам задание для каждой группы. Вы пишите про Баужана Мумшова, Алия Мугулова, Маншук Маметова. Что вы должны сделать? Вы должны написать о них с деепричастными оборотами. Например, сражаясь до последнего патрона, Алия не отступила ни на шаг. Здесь у нас деепричастный оборот, деепричастие, сражаясь, да? Хорошо, мы закрываем свои тетради по русскому языку и пишем туда. Где ваши тетради? Открываем. Вот это расскажешь. Вот свои готовы? Так, размина. Вступивший в армию добровольно, она доказала свою преданность родине. Деепричастие – это отступивший. Хорошо. Потупись. Находясь в плену, Алия сражалась для последнего вдоха. Хорошо. И третья группа, вот это у нас штафирцы. Сражаясь до последней пули, он отдал свою жизнь за родину. Правильно, молодцы. Продолжаем. Участвовавший в обороне Москвы, проявляя исключительное мужество, он руководил батальоном в самых тяжелых боях. Его военная тактика, основанная на глубоком понимании психологии бойцов, помогла выиграть множество сражений. Теперь вы подчеркнули Алию Мугулову. Она была снайпером, она уничтожила более 300 вражеских солдат. Сражаясь на передовой, она вдохновляла своих товарищей примером невероятной храбрости. Погибла в бою, поднимая бойцов в атаку. Маншук Маметова – это у нас первая казахстанская женщина, получившая звание Героя Советского Союза. Прикрывая отход своих товарищей, она в одиночку удерживала позицию с пулеметом против превосходящих сил противника. Хорошо, давайте продолжим. Итак, что мы узнали с вами на данном моменте? Мы узнали, как работает деепричастие и поговорили об... Правильно, ага. Это у вас классно, да? Здесь у нас партизаны, и им дано классно партизанская борьба. Где сражались, как помогали, подвиги и так далее. Вот у вас есть стикеры, карандаши и фломастеры. У вас задание сделать что? Что вам нужно сделать? Вы должны сделать пластик, учить от слова «подвиг», вот записать
подвиги 28 полкруг. Правильно, молодцы. И у вас есть какое задание? Итак, вам нужно сделать ветви, да? То есть тема, символ, поэта, эмоции, идеи, прекрасный образ по поэзии войны. То есть вам нужно сперва ветки написать, да, поэта войны написать. Хорошо. Продолжаем работу. Давай я тебе диктую. Подвиг. Мартинский Панфилов. Так. Пойдем, закончили. Кто? Молодцы. Итак, это у нас партизаны выходит к доске и защищает свой красный. Ну, объясняйте. Мы написали о том, как помогали партизанам, где они сражались, и также использовали приключения. Итак, прочитайте. Они сражались в лесах, горах и деревнях, они помогали друг другу, и уничтожали вражеские гарнизоны, спасали жизнь. Это сражаясь, они передали отвагу, смелость и патриотизм. Сражаясь и участь. Молодцы. Вам 2 счастливых билета. Выбирайте. И ваш, показываем ваш, ну как, что у вас? Нет, не показывайте. Так, дает право на не выполнить письменное ее на ваше задание. Готовы у нас поэты войны? Как проходила вся Отечественная война, мы составили по нему предложение с 9 части. Любившие свою родину, они были готовы на все. 9 части, наоборот, это любившие. Молодцы. Выбирайте счастливый билет. На одну группу 2. И, ну-ка, прочитайте. Что у вас? Дает право на две подсказки от учителя во время проверки. Молодцы, поздравляю. Молодцы, поздравляю. Хорошо, молодцы. Слушаем внимательно. Выступаем. Итак, что? Подвиги 28 панфиловцев, они сражались под Москвой на территории Квасировского разъезда, отдав свою жизнь за родину, уничтожили около 2 десятков танков, остановили нападки фашистов. Молодцы, правильно. Хорошо. Выбирайте свои счастливые билеты. И у вас что? Дает 2 подсказки от учителя и... Я сказала... Так, ребята, мы с вами защитили наш кластер. Мы не только защитили, но и что сделали? Включили туда 9 части и 9 частные обороты. Правильно. Теперь нам с вами нужно закрепить наше задание. Для начала давайте мы знание чем? Викторины. Начинаем. Итак, же есть непричастный оборот. Девочка читала книгу, книга была интересная, девочка читала книгу, не заметила как письмо. Да? Девочка читала книгу. Правильно, вам один счастливый билет. Следующий вопрос. Что делает непричастный оборот в предложении? Да. Да, правильно. Вам одно, я вам оставлю. Следующее. Как выделяется непричастный оборот в предложении? Запятыми. Хорошо, всем по одному. Следующее. Найди предложение с ошибкой пунктуационной. Ну-ка, Амина. Молодцы.
нас урок уже начался. Переходя дорогу, посмотрел по сторонам, придя в класс, ученик сел за партой. Правильно. Все. Ребята, записывайте домашнее задание. Это у нас написать мини-сочинение в форме письма, письмо сквозь время, обращение к солдату, защищавшему Родину. Обязательно использовать 2-3 причастных оборота. Все ответили правильно. Всем даем счастливые билеты. Молодцы. Следующий. Теперь, ребята, мы с вами закрепили, тише, мы с вами закрепили наши знания, а теперь у нас с вами что? Рефлексия. Нам нужно, вы должны рассказать, показать, как вы себя чувствовали на сегодняшнем уроке. Пошли со мной. Так. Все, кому-то не хватило. Потому что было очень интересно. Также 10% страха, 10% беспокойства. Потому что было страшно. Было страшно отвечать. Молодец. Кто еще хочет? Наснина. 80%, потому что урок был очень интересный. Грусти 10%, злости 10%, страха 30%, потому что было страшно отвечать. Молодец. Кто еще? Давай, Влад. Что ты почувствовал на Я сегодня? почувствовал радости 80%, грусти 0, злости 0, страха 10, беспокойства 10 и ревности тоже 0. Молодец. Хорошо. Кто еще? Рома. Тише, ребята. 100% радость, 10% страха и 10% беспокойства. Потому что было страшно сказать что-то неправильно. Молодец. Тут нельзя бояться. Хорошо. Остальных я обязательно посмотрю. Итак, ребята, мы достигли сегодняшней нашей цели. Какая вообще цель была у нас перед нами? Повторить причастный оборот и узнать, как жилось в время Великой Отечественной. Да. Мы к этому пришли. Полностью пришли. Мы с вами узнали причастия, да, повторили причастия, поговорили о истории героизма. Как храбрость, преодолевая страх, солдаты шли в бой за Родину. Самопожертвование, рискуя своей жизнью, они спасали товарищей. Хорошо. И верность своему долгу, сражаясь до последнего, они защищали каждую пять земли. Итак, что мы должны делать в будущем? Мы должны помнить и уважать людей, которые Помнить. воевали за нашу страну. Уважать. Еще что? Да? Рассказывать другим поколениям о Великой Отечественной. Правильно. То есть мы должны не только помнить, но и рассказать другим поколениям. Молодцы, ребята.